правительства и президента Кыргызской Республики, действующие в период до 2018 года, ну там в 2019 году, там спор идет юридический, в 2019 какое время было Абылгазиевым это подписано, но в период до 2019 года, в период переговорного процесса и по итогам заключения соглашений и договоров находились в пассивной позиции при отстаивании интересов Кыргызской Республики. В результате чего соглашения и договора заключались с заведомо проигрышными для кыргызской стороны условиями. А действия глав государства и правительства Кыргызской Республики носили признаки измены интересам государства и требуют правовой оценки. В частности, редакция конституционных договоров не соответствует требованиям закона Кыргызской Республики о концессиях и предоставляет, и предоставляет беспрецедентные льготные налоговые привилегии, лишающие кыргызскую сторону договора значимых для республиканского бюджета поступлений, что противоречит налоговому законодательству Кыргызской Республики. Соглашения, заключенные между правительством Кыргызской Республики и компанией Центера Голд Инк, являлись кабальными для кыргызской стороны и составлены были таким образом, что создавали юридическую видимость права кыргызской стороны на участие в управлении проектом. Еще раз подчеркиваю, юридическую видимость. Ни разу мы не управляли этим проектом. Фактически препятствовали участию в принятии решений нашей стороны. Именно при таких неравных условиях принимались управленческие решения иностранным менеджментом, нанесшим ущерб Кыргызской Республике как крупным акционерам. В целях исключения риска расторжения некоторых соглашений в связи с их кабальностью и невыгодностью для кыргызской стороны в процессе укрепления статуса таких соглашений правительством Кыргызской Республики во главе с Чудиновым в период президентства Бакиева Курумбека Сайловича намеренно привлекался парламент, который реализовал свои полномочия по ратификации международных договоров в отношении гражданского правового договора между правительством Кыргызской Республики и компанией, не являющегося субъектом международного права, что является грубейшим нарушением Конституции, действующим в тот период, и иных норм национального законодательства. Соглашения исключали любую возможность кыргызской стороны на судебную защиту прав в случае нарушения со стороны КГК требований по экологической и промышленной безопасности и соответствования права на возмещение любого экологического ущерба. Указанные обстоятельства позволяли продолжать компанию Kumtor Gold Company в условиях нарушения требований законодательства в сфере охраны окружающей среды, экологии, охраны труда и техники безопасности, результатом которого явились 66 несчастных случаев на производство, из которых 19 со смертельным исходом. Сюда мы решили добавить и 15 человек в результате вертолетного крушения, 3 наших летчика и 12 иностранных граждан. А также, обсудив отчет, это была преамбула, обсудив Государственной комиссии, Жогорку Кеңеш, это проект постановления Жогорку Кеңеша, постановляет. Первое. Отчет Государственной комиссии принять к сведению. Второе. Вот эти все финансовые наши выкладки приводятся. Третье. Согласиться с выводами комиссии о том, что соглашение по проекту Kumtor от 1992 года, 2003 года, 2009 года и 2017 года не отвечает принципу общественной полезности интересам Кыргызской Республики, содержат кабальные и противоречащие законодательству Кыргызской Республики условия и направлены на подрыв государственного суверенитета. Считать, что кабальные, не отвечающие интересам Кыргызской Республики условия, указанные в соглашениях 1992 года, 2003 года, 2009 года и 2017 года, могли быть приняты официальными представителями Кыргызской Республики в условиях коррупционной заинтересованности. Согласно предложению, где мы прикладываем вот эти вещи. Мы
в отчете этой группы, я думаю, с понедельника это будет известно и всей общественности, прикладываем результаты уголовного расследования 2013 года, которое подтверждает коррупциогенность и коррупцию со стороны первого президента. Мы предполагаем, что если в 1992 году Акаев, будучи молодым президентом суверенного государства, мог допустить какие-либо ошибки при заключении договоров 1992-1993 года, то уже в 2003 году он и члены его семьи поставили выше свои личные интересы над интересами кыргызского народа. Это доказывается следующим. При выходе компании Центера на фондовый рынок Торонто, компания Центера передает 3,8 миллиона акций компания Центр Азия Голд из Австралии. Никому неизвестная компания, которая сразу же в момент выхода Центера на фондовый рынок эту сумму акций продает за 44,6 миллиона долларов. Подчеркиваю, за 44,6 миллиона долларов в день выхода на фондовый рынок компании Центер. Далее эта компания приходит в Кыргызстан и овладевает 5 лицензиями на золотые месторождения, самый известный из которых Талдыбулак Левобережный. Одним из учредителей этой компании является сын племянницы или племянников, там уточняется в уголовном деле, вот представитель следственной прокуратуры, человек, который вел это особо важное государственное дело уголовное, здесь присутствует, Джамакеев некто, студент. Одна из сестер Майрам Акаева. До этого Кыргыз-Алтын перечисляет 11 миллионов долларов Прибалтийский один из банков, которые по сведениям юридической компании Мушкат из Израиля имели тоже в виде взяток и коррупции растрачены на территории Кыргызской республики. Более 55,6 миллиона долларов в момент выхода компании Центера эта семья получила. Пока, конечно, это должно быть и доказано, исследовано дополнительными материалами, но в рамках уголовного дела по предъявлению обвинений сыну Акаева Айдару, на сегодняшний день почившему, и Лену Хаменюку, это уголовное дело есть, и все могут с этим ознакомиться. Кроме того, президент, глава государства, который, несмотря на запрет законодательного собрания по созданию Центера, создает компанию Центера с тем, чтобы получать дивиденды от 33% акций больше, чем 67,7% акций в КГК в Кыргызстане, имея в активах РЕН, я уже говорил, что в 2010 году их уже списали за ненадобностью, и БОРУ в Монголии, думали, что получат дивиденды больше, чем от 67,7% акций. В хронологии подчеркивается, что в 2007 году рудник полностью должен был перейти уже в 2007 году полностью на сторону Кыргызстана. Чтобы этого не допустить, Камека вместе с семьей первого президента организует и выводят на фондовый рынок компанию Центера. 33% акций, которую заставляет продать правительству Кыргызстана на второй день на вторичном рынке. 17%. За это получает 84 миллиона долларов. В момент выхода акции колебались от 4 до 5,5 долларов канадских. Стоимость этих акций была при выходе на рынок. После того, как правительство Кыргызстана в лице Танаева, заплатив 5 миллионов долларов Стандарт-банку, который дает заключение, что цена на золото расти не будет, цена на акции расти не будет, они продают эти 17% наших акций. Через 6 месяцев стоимость акций уже 18 канадских долларов. То есть 84 миллиона долларов
через 6 месяцев могли превратиться почти в 240 миллионов долларов для кыргызской стороны. Говорить о том, что лауреат госпремии, академик физико-математических наук не знал, я думаю, это глупо. Поэтому компания «Мушкат» юридическая, израильская, упорно предлагала всем правительствам предъявить иск главе государства Акаеву и членам его семьи, и готова была в международных судах это доказать. К сожалению, ни одно из правительств Кыргызстана на это не пошло. Кроме того, правительство Кыргызстана имело опцион в 2%. По 4 канадских доллара купить акции. Она не купила, но их купили другие, кто владели этой инсайдерской информацией. На мой взгляд, этой информацией владел господин Акаев и господин Танаев. Представляете, да? 2% акций по 4 доллара, которые через 6 месяцев превращаются в 18 канадских долларов. Вот где была заинтересованность первого президента и его семьи. И так в дальнейшем все и происходит, уважаемые коллеги. Я уже сказал о том, что Атамбаев Алмаз Шашенович в период выборной кампании получил 10 миллионов долларов США от этой кампании. Хотя, я сейчас вам, уважаемые коллеги, зачитаю, почему юристы предлагают измену государства применить к нашим руководителям. Не допускается финансирование выборов в какой бы то ни было форме иностранными государствами, иностранными государственными органами, учреждениями и предприятиями и другими иностранными юридическими лицами и их филиалами и представительствами, иностранными гражданами, международными организациями и так далее. Запрещено вмешиваться им в выборный процесс. Вот что делала компания Центера с нашими руководителями в Кыргызстане. Поэтому предлагается, уважаемые коллеги, вот такие жесткие оценки.